В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российское антидопинговое агентство не будет оспаривать вердикт спортивного арбитражного суда по санкциям ВАДА. Как сообщает пресс-служба РУСАДА, такое решение было принято в интересах российских атлетов и спорта в целом. Агентство также подчеркивает, что теперь главной целью будет совместная работа с ВАДА для полного восстановления своего статуса. Вместе с этим российская сторона отметила, что она решительно не согласна с выводами суда об утверждаемых манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории. Напомню, согласно решению САС, российские спортсмены до середины декабря 2022 года не смогут использовать на крупных международных соревнованиях гимн и флаг страны. Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонцев. Специалист возглавлял команду с июля 2019 года. Причиной расторжения соглашения стали неудовлетворительные результаты. В текущем сезоне аристократы по итогам 19 туров занимают 9-е место в английской премьер-лиге, набрав 29 очков. Напомним, Лэмпард является бывшим игроком «Челси», в составе которого выступал с 2001 по 2014 годы. В футболке лондонцев он провел 640 матчей, в которых забил 209 голов и сделал 150 ассистов. По информации ряда СМИ, англичанина на посту главного тренера «Челси» заменит бывший рулевой французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель. Россиянин Александр Кокорин на днях будет представлен в качестве нового игрока итальянского футбольного клуба «Фиорентина». Вчера нападающий успешно прошел медобследование в Риме, а затем отправился во Флоренцию, где в ближайшее время подпишет контракт на 3,5 года. По данным СМИ, сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. Также сообщается, что футболист выбрал 91 номер. Напомним, 29-летний Кокорин ранее выступал за московский «Спартак». В текущем сезоне он провел 8 матчей в российской премьер-лиге, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Московский «Спартак» на своем льду одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3-2. В составе красно-белых шайбу забросили Дмитрий Вишневский, Артем Федоров и Максим Цыплаков. У гостей отличились Крис Уидман и Крис Терри. Спартаковцы занимают 9-е место в таблице западной конференции, набрав 52 очка. Нижегородцы идут 7-ми, имея на счету 57 пунктов. В следующем матче «Спартак» дома примет Магнитогорский «Металлург», а «Торпедо» на выезде встретится с минским «Динамо». Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 3 медали на Кубке России по стрельбе из традиционного лука. Соревнования прошли в Орле. Сборная республики записала на свой счет 2 золота и 1 бронзу. В борьбе за первые места якутские лучники оказались сильнее представителей Забайкальского края. В мужском финале Балдар Балданов со счетом 7-3 выиграл у Владимира Жаргалова. А в женском дивизионе Анастасова Алексеева со счетом 6-4 победила Намжилму Дамбаеву. Бронзовую награду в копилку сборной республики принесла Нюргустана Сидорова. Якутские борцы стали обладателями 16 медалей первенства Дальневосточного федерального округа. Участие в турнире, который состоялся во Владивостоке, приняли более 100 спортсменов из 8 регионов страны. Якутяне завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Чемпионами турнира стали Дархан Игнатьев, Александр Иванов, Егор Рикунов, Данил Иванов и Эдуард Максимов. Добавим, что якутские борцы на соревнованиях завоевали 18 путевок на первенство России, которое пройдет в начале апреля в Иркутске. Семен Чердонов освобожден от должности первого заместителя министра по физической культуре и спорту Якутии. Соответствующий указ был подписан главой республики Айсеном Николаевым. Сообщается, что Чердонов сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Напомним, Семен Чердонов стал первым заместителем министра спорта Якутии в январе 2019 года. Он является заслуженным работником физической культуры и спорта, отличником образования и отличником физической культуры и спорта республики. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!